Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся сейчас в селе Нюфчем. Здесь мы построили вот такой шикарный дом-баню, а теперь выполняем черновую отделку. Пойдемте, все детально покажу. Посмотрите, какая была древесина. Видите, даже немного сереть начала. И вот мы нанесли уже грунт. Видите? Оттенок поменял. Красивый вид такой получается. И это только грунт, это без масла. Будем еще наносить масло специально. Как красиво уже выглядит первый этаж, да? Посмотрите. Вложили утеплитель. Накрыли все специальной пароизоляционной пленкой Изоспан, да? Все стыки герметично проклеили вот такой лентой. Тоже Изоспан ML-Prof. И так с каждой стороны. Здесь тоже укрыли все стены утеплителем. И сейчас покрываем пленками. Ну, дело дойдет и до потолка. Все прекрасно. И давайте пройдем дальше в дом. Посмотрите, какая красота. Стены из профилированного бруса. Очень шикарно, красиво, благородно смотрятся. Пол уже покрыли вот такой доской специально половой. Это специально половая шпунтованная доска. И, конечно же, изюм этого дома-бани. Это баня в этом доме. Посмотрите, мы сделали уже гидроизоляцию пола. И мы делаем двойной пол. И первый пол мы гидроизолировали вот таким битумным рулонным материалом. И в дальней части мы сделали желоб для вывода воды. Вода сюда будет попадать и скатываться вот в этот желоб. Она скатилась и потом выходит вот сюда. Желоб тоже под наклоном в эту сторону, в этот угол. Прекрасно. Сейчас еще воду прольем, ну, чтобы я был спокоен. Обильно. Денис, давай обильно. Вот все. Сюда вода не пошла, как видите. Она обильно стекает сразу в желоб. И видите, и по желобу наружу. Нижние еще деревянные элементы мы будем гидроизолировать, потому что они будут подвержены, как вы видите, еще влаге, гниению. То есть все защитить. Здесь будет все хорошо. Вода уходит, все прекрасно. Все прекрасно. Вот дом как дом, да, но когда в доме есть баня, то есть где повышенная влага или повышенная температура, да, приходится, я не знаю, тут сколько степеней защиты, да, мы применяем. И стены обрабатываем, и стойки обрабатываем, и у пола двойная защита, акриловая гидроизоляция, плюс битумная изоляция. Вот это фольгированная изоляция, как отражение тепла. И стены еще защищали, обрабатывали биозащитным средством. Все надежно. Все будет надежно и качественно и хорошо. Эта комната у нас парная. Вот здесь будет печь. Обратите внимание на стены, как мы сделали. Они сделаны также под усадку. Видите? Вот эти продольные прорезы об этом говорят. Стены в бане покрыты вот такой фольгированной специальной пленкой для бани саун. Ну, в нашем случае тоже фирмы Изоспан. Прекрасно. Чтобы тепло сохранять, будет отражение тепла от стен. И так везде. По потолку тоже. Ну, пол здесь также гидроизолирован со скатом в сторону желоба. И помимо всего мы гидроизолируем еще все угловые соединения, деревянные элементы по низу. Вот такой гидроизоляции еще акриловой. Эластичная гидроизоляция на основе полимерного латекса. Идеально подходит для ванных комнат, санузлов и бассейнов. Защищает от протечек. Соответствует европейским стандартам. Вот она. Видите, зелененькая. То есть такая двойная защита. Рулонный материал положили как гидроизоляцию с нахлестом. И дополнительно еще промазываем акриловой гидроизоляцией. Блин, должно быть все очень хорошо. Все очень хорошо.
И обращу опять внимание на степени защиты от усадок, потому что дом мы строили недавно, собирали. Да, материал сухой, это бесспорно, но дом мало ли будет садиться. Такая техническая усадка, да, будет уплотняться элементы, следовательно, в какой-то степени усаживаться дом из сухого профилированного бруса. Все равно мы делали вот такие пропилы, видите, крепеж, он гуляющий. Все, прекрасно, прекрасно. Как на глазах все преображается, да? Уже какой-то итог чувствуется. Уже виден пол, а был просвет. Уже есть вот такой потолок, уже подготовленный. Кстати, это черновой полноценный потолок. Как видите, тоже все утеплено. Все укрыто вот такой шикарной пленкой из Аспан. Дальше вот деревянными досками это все дело закрепили. Все готово. Все. И давайте поднимемся на второй этаж. Обратите внимание, как мы делаем утепление мансардного этажа. Фронтоны и скаты мы утеплили изначально 15 сантиметрами. Сейчас покажу. Вот, утеплили 15 сантиметрами. Далее делаем направляющие уже горизонтальные. Вот они. И вот уже сделаны по скатам. И утепляем еще пятеркой дополнительно. То есть у нас получается 15 сантиметров между стропилами и дополнительно еще пятерка. Она нужна, чтобы мостик холода от самой стропильной ноги убрать. И кровля получается очень теплой, крыша герметичной. Очень красиво, очень герметично. Вот по фронтону еще пока нет горизонтальных направляющих. Это видно, что просто между стойками у нас идет 15 сантиметров утепления. И потом так же, как и здесь, набиваются уже горизонтальные направляющие и еще пятерка. И вот эти деревянные элементы, это же тоже мостики холода, правильно? Они же промерзают. Мы их перекрываем утеплителем. Понимаете, да? Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, сделать кровлю или выполнить черновую отделку, звоните. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, посчитаем, предоставим. Ну и будем рады построить для вас дом вашей мечты. Все, до встречи. До встречи на консультации.